Всем привет, ребята! Это передача «Рассуждалки не по-детски». И мы ее ведущие Ева и Ваня. Ваня, что ты делаешь? Ева, не отвлекай, я рисую Валентинку. Ваня, ты что, влюбился? Я ее впервые увидел в детском саду. Она такая красивая и милая. Вот это да! А я еще никогда никому не дарила Валентинки. Ваня, а что для тебя значит любовь? Любовь – это когда ты улыбаешься, когда даже ты устал. Какой ты сегодня романтичный. А для меня любовь – это когда мамочка целует и обнимает меня по утрам. Как ты считаешь, что думают ребята из детской студии «Артистика» про любовь? Мне кажется, будет интересно. Порассуждаем о любви с удовольствием. Рассуждаем не по-детски, а о любви. Ты знаешь, что такое любовь? Да. Ты можешь объяснить это как-то? Нет. Нет? А у тебя был какой-нибудь человек, которого ты так сильно любила прям? Нет. Нет? Да. О. А что такое, когда тогда любят? Ну, это когда два человека вместе постоянно, все такое. Все такое? Да, я бы тоже так подумала. А как ты думаешь тогда, где вот любовь может жить? В каком смысле? Ну как, в каком? Ну где она живет? Не понимаю. Ну ты смотри, может, у нее есть свой дом. Может, она где-нибудь там, не знаю, у Путина в резиденции. Может, она вообще с Дедом Морозом. Нет. Нет? А где она тогда? Вообще никак не представляешь, где может жить любовь? В воздухе. В воздухе? А может, в твоем сердце? Нет? Ну ладно. Как думаешь, в твоем доме живет любовь? Нет. Нет? Да, ладно. Ты кого-нибудь любишь или что-нибудь? Ну, нет. Нет? Ты вообще ничего не любишь? Не знаю, например, мне нравятся конфеты. А вам любятся конфеты? Да. Нравятся тебе конфеты? Да. А маму любишь? Да. Вот это любовь. Эх, а ты могла бы прямо сейчас кому-нибудь признаться в любви? У меня нет пари. Для этого нужен парень. У меня тоже его нет. Я вот могу, например, одноклассникам своим передать слова того, что я их люблю. Ну, только если девочкам. Ну, давай, послушаем. Чего послушаем? Давай, признавайся в любви. Так я там уже признавалась. Она уже признавалась. Ты знаешь, что такое любовь? Знаю. Что это? Это когда любит человека. Кто любит человека? Кого-нибудь. Я тоже так думаю, вообще-то. А ты как думаешь, а где любовь может жить? В сердце. Да, в моем сердце тоже живет любовь. А в твоем живет сердце любовь? Да. Ты уверена? Да. А кого ты любишь? Люблю всех. Я конфеты люблю. А всех это кого? Маму, папу, Сюшу, Басика, тетю Олю, Вику, Илюшу, Бауса. Думаю, это еще не окончательный список, и так начало было. А ты как думаешь, а в твоем доме может жить любовь? Может быть. Может быть? Может, точно? Точно. Ну ладно, раз точно, больше не буду придираться. А ты можешь сейчас кому-нибудь прям сказать, что ты его любишь? Могу. Скажи кому. Сюша. Я этого жду, давай. Сюша, я тебя люблю. Ксюша, ты это слышала? Ты, надеюсь, тоже скажешь, что ты ее любишь. А тебе когда-нибудь признавались в любви? Да. Да. Да или нет? Да.
Ты можешь вспомнить, как это было? Не могу. Не можешь? Ну ладно, забудем. А что нельзя делать мальчику, когда мальчик любит девочку, а девочка любит мальчика? Нельзя ничего не делать. Делать нельзя, ничего. Это был вам совет. Да. А можно любить только одного человека или надо всех сразу любить? Всех сразу любит. А мне нравится больше одного человека любить. А как думаешь, а что нужно сделать мальчику, чтобы девочка его полюбила? Любили, куда они слюбились. Надо, чтобы они влюбились? Неплохо, неплохо. А может что-то конкретное? Что, как должен мальчик ухаживать за девочкой? Там нужно цветы поливать, убиваться. Если бы это было так. Привет. Ты какая-то загруженная. Не волнуйся. А ты знаешь, что такое любовь? Знаю. Можешь как-нибудь передать это чувство? А что такое любовь? Это когда очень сильно любит тебя. Я тоже себя очень сильно люблю. Думаю, это любовь. А ты как думаешь, вот где может жить любовь? Ну вот примерно. В самой себе. Саму себе. Я тоже так думаю. Я тоже так думаю. А в тебе живет любовь? Да. Большая? Да. А как думаешь, а в вашем доме живет любовь? Да. А ты вот можешь кому-нибудь прямо сейчас признаться в любви? Могу. А если не секрет, кто будет этот счастливчик? Мама с папой. А прямо сейчас признаешься, если тебе сейчас дам микрофон? Признаюсь. Давай. Меня очень сильно любят. Они очень сильно любят. Мы поняли. Эх, а почему сердце — это символ любви? Потому что сильно тебя любят. Что нужно сделать мальчику, чтобы ты его полюбила? Подарить цветы. Можно любить только одного человека или всех сразу? Всех сразу. Что-то вы какие-то все странные. Вот мне, например, нравится любить только одного человека. Это очень удобно. Не надо к другим приставать. Эх, а когда-нибудь тебе признавались, может, в любви или как? Признавались. Ты можешь вспомнить, как это было? Дарили цветы. Дарили цветы? А можешь вспомнить, какие это были цветы? Розовые. Они были розовыми. Так что, если вы собираетесь за кем-то приударить, дарите розовые цветы. Ей понравилось. Ты знаешь, что такое любовь? Знаю. Что это? Любовь. Любовь — это любовь. Как-то необъяснимо, да? Да. А тогда расскажи, пожалуйста, а что такое, когда вот любят? А тогда любовь живет у них дома. Да. А как думаешь, а дом, может, она где-то живет именно в каком-то месте? Может, в шкафу где-нибудь под кроватью? Или где-то, может, ближе? Где-то ближе. Вот у вас дома где живет любовь? Где-то. Где-то. Наверное, по всему дому развеялась. Эх, а что значит для тебя быть любимой? Это когда меня кто-то любит. А ты кого-то любишь? Нет. Неожиданно, неожиданно. Мне, например, нравятся конфеты. Ты уверена, что ты никого не любишь? Люблю. Все-таки любишь. А если не секрет, кого? Сестру, маму, папу, брата.
брата, и брата еще, и еще того брата. Да. Могла бы ты ответить, ты вот можешь прямо сейчас признаться кому-нибудь в любви? Могу. Признайся, пожалуйста. Я люблю свою сестру. Мило. Эх, почему, как ты думаешь, сердце — это символ любви? Оно вроде вот внутри стучится, даже бьет тебя по ребрам. Не знаю. Может, предположение? Потому что сердце сильнее бьется, когда кого-то любишь. Да, аж ребра ломает. Эх, а что нельзя делать мальчику, когда мальчик любит девочку, а девочка любит мальчика? Не приставать к девочке. А девочке к мальчику можно. Да? Можно. Я тоже так думаю. Как ты думаешь, что такое любовь? Когда это любовь? Любовь — это когда ты любовь. А если ты не любовь, то это не любовь. Извините. Да. Как ты думаешь, а где может жить любовь? Нигде. Ну, нигде не живет. Она просто вот любовь, написано любовь. Так вот, подходишь, клеишь, и все, любовь пойдет. Что значит для тебя быть любимой? Просто любимый. Просто любимый. Любовь — это просто любовь, быть любимой — это просто любимый. Подходишь с табличкой «Любовь», ты просто любимый. Так вот раздаешь всем. Вот так вот, чуть-чуть. А может, на самом деле, любовь — это такой порошочек, вот так вот быстренько кому-нибудь за шиворот наливаешь, быстренько вот так. Да. Да. Как думаешь, в твоем доме живет любовь? Да. Ты сказал, что она нигде не живет. В доме-то она живет. Дома живет? Уличная любовь. Таких не бывает. Бывает только домашняя, ласковая такая. Эх, как ты думаешь, ты бы могла прямо сейчас признаться кому-нибудь в любви? Нет. Почему это? Нету. Нету? Ты никого не любишь? Нет, люблю маму. Танцы, да? Зажигательные. Угу. Мы поняли. Ты знаешь, что такое любовь? Знаю. Знает. Думаешь, этого достаточно? Может, расскажешь? Зачем? Зачем рассказывать? И вправду, зачем нам это? Вдруг вот я не знаю, что такое любовь, а ты знаешь. И, может, ты поделишься со мной? Нет. Это скучная история. Скучная история. А вот что такое когда любят? Вот какое-нибудь чувство, может, ты испытывал? Не знаю, как это сказать. Непередаваемое чувство. А как ты думаешь, может, любовь где-нибудь живет? Там, в Украине? Нет? Наверное, в Москве. В Москве. А вот если кто-нибудь кого-нибудь полюбит, она на поезд сядет быстренько за день, до Канаша доезжает, быстренько выходит, находит того, кого надо, приходит к нему там, может, где-нибудь поселяется, да? Да. Так оно и есть. Вы как думали? Вообще, наверное, любовь где-нибудь в Греции придумали. Она с Греции в Москву переехала. Ну, так ходит по всем городам. Что значит для тебя быть любимым, может? Есть какой-нибудь ответ? Счастье. Счастье — это значит быть любимым? Любимым. Ну и любимым быть любимым. Я тоже так думаю. А в вашем доме где-нибудь живет любовь? Может, где-нибудь под кроватью, в шкафу, на вешалках там где-нибудь лежит тумбочка? Под кроватью. А почему, если не секрет? Мне жалко. Любовь не жалко, места на кровати нет. Поэтому она в коробочке, наверное, под кроватью где-нибудь лежит. Кто пользуется, хоть пользуетесь, нет? Пользуемся. Пользуются. Как интересно, для каждого любовь значит что-то особенное. Ребята, если вы хотите участвовать в разных спектаклях и передачах, то записывайтесь в детскую студию «Артистика». Там очень весело и познавательно. Ну а мы с вами не прощаемся, а говорим до новых встреч. Пока!